Друзья, всем большой привет! На календаре у нас сегодня 3 августа. Вчера был Ильин день, 2 августа. И Ильин день у нас считается уже осенним праздником. И, как мы видим, так оно и есть. Наступила осенняя погода, одеты по-осеннему. С утра сегодня поливает дождь. Не просто летний ливень, а моросящий осенний дождь. Температура градусов 15, так не очень холодно, но сыро. Он и одет практически по-зимнему. Плащ парка спасает. Если бы не плащ парка, я уже, конечно, полностью бы промок. Так что, прошла неделя с нашей последней рыбалки. И сегодня был у меня рабочий день. И давайте же попробуем, что у нас изменилось за неделю. От дождей вода пошла на прибыль. И сейчас мы посмотрим, повлияло ли это на клев рыбы. Приехали опять на то же самое место. На правом берегу время не стали терять. Сразу приехали сюда, где мы в прошлый раз, неделю назад, вы уже это посмотрели, неплохо половили. Были крупные окуни, была щука. В общем, порезвились неплохо. Так, давайте же посмотрим, что нам на этот раз даст Печора-матушка. Поехали. С ящика достал вот такой вот воблер. Он тоже немало рыбки уже половил. И вот такую вот оранжевую резинку. И пока больше ничего. Потому что забросов 10-15 сделаю воблером. Не знаю, будет, не будет результат. Посмотрим, сейчас мы это увидим. Если поклевок не будет, то поставим резинку. И мне кажется, лучшего варианта уже не будет. Но если, конечно, на резинку поклевок не будет, будем пробовать еще одно, другое, третье. Оп, есть. Вот уже поклевка. Сразу же. Вот есть поклевка Янцикадан. Второй заброс на воблер. И поклевка. Это у нас по ходу окунь. Да, это у нас вот такой вот красавец окунь. Такие ловились у нас неделю назад. Не стал брать контейнер на этот раз, потому что как бы не очень жарко, прохладненько. И рыба испортиться не успеет. За полдня, думаю, ничего с этой рыбой не будет. Вот второй заброс на воблер, и сразу последовала поклевка. Это хорошо, Янцикадан. Но это как бы еще не результат. Оп, вроде бы что-то сверкануло. Вот она. Щука была. Видели, да? Сначала думал, мне показалось. Сверкануло что-то, думаю, так. Думал, показалось. Нет, это не показалось, это щука. Здесь у нас в тот раз так и осталась эта хулиганка, которая откусила леску, которая набросилась на наш поплавок. Так, это что у нас? Это была у нас тоже щука. Щучка. Но сошла. Так что, как мы видим, рыба здесь есть, в этой курьюшке. И рыба, хоть и хитрая, но хочет есть. И мы сейчас попробуем ее выловить. Что у нас получится, сейчас мы это увидим. Вот смотри, какая хитрая. Появилась здесь, появилась там. Ладно, не будем глаза ей мозолить. Щука здесь есть, и не одна, это по-любому. Но она очень и очень хитрая. В прошлый раз не хотела брать ни воблера, ни блесна, а взяла только на удочку, на маленькую, на маленький твистерок. Он показала себя, видать, поняла, что это искусственная приманка.
И затихарилась. Ну ладно. Мы сейчас поставим резину и посмотрим, что... Опа! Что они на резину скажут. Так, это что у нас? Что-то у нас клюнуло. Катушку мы так еще и не поменяли. Так, это что у нас? Это что у нас? Это у нас... Опа! Хороший окунь был. К сожалению, был. Хорошенький окунь. Я думал, щука, но это был окунь. Видать, тяжело шел. Скорее всего, он был куда-нибудь забагрился, наверное. И сошел. Ладно, друзья. Как мы видим, рыба есть, значит, мы без рыбы, думаю, не останемся до первой поклевки. Пока выключаемся. Опять пошел моросящий дождь. Вернее, он практически не прекращался. Если пару минут вот так вот, короткая передышка, и опять. И целый день вот так уже с утра моросит. Вернее, он уже и ночью шел. Все, лето уже точно кончилось. После второго... О, блеска... Опять блеснуло. Я не знаю, видно было, не видно на камеру, но... Кинулась, но даже не было удара. То есть она то ли промахнулась специально, то ли не попала. Щука здесь есть. Сейчас пару проводок. Если не нравится воблер, поставлю резину. После 2 августа у нас уже не принято как бы купаться. Не принято заготавливать веники. Все. Это уже у нас считается осенний праздник. Ильин день, Илья-лун по коми. Так что скоро осень, господа, скоро осень. Вернее, она уже наступила. Возможно, будут еще и теплые деньки. Но это уже все. Это уже не лето. О, там где-то что-то. Все. Что-то воблер этот брать не хотят. Будем ставить резину. Последняя проводка на воблер. Окуня мы поймали. Как бы была надежда на щуку, но видать что-то у них не то. Возможно, из-за подъема воды. Такая вот оранжевая резинка. Виброхвостик. Неделю назад работала просто изумительно. Посмотрим, что на этот раз скажут наши окунярики. Окунь брал просто на ура. На такую и на белую вот еще. Она как бы пахнущая резина. Запашком. Но вертикальную проводку тогда тоже хорошо брала. Ну, как мы видим, сегодня даже эту резину брать не хотят. Небольшой ветерок. Против течения нас опять поднимает. Ну, как бы ничего страшного. До конца... все уже. Доехал. Конец Курии. Сейчас покидаем здесь. Потом, по идее, нас должно вынести на течение. Если нет, так оттолкаемся и потихонечку будем сплавляться. Не получилось здесь у нас поймать щук. Хотя они здесь есть 100%. О, вот она, вот она. Только вспомнили мы про нее. Вот она тут как тут. Вот так. Вот ты где. А мы про тебя забыли, да? Вот такая вот древьяночка. Кто-то опять будет писать, что это щука мелкая. Почему я не отпускаю? У нас разрешенный размер щуки 30 сантиметров.
Она по-любому больше, она около 40. Так что мы даже... Вот она, что-то еще было. Мы даже никаких правил не нарушаем, не то что-либо. Вот здесь вот тоже в траве могут сейчас... Поклевка была. Не знаю, щука это был или окунь, но что-то было. Дождь постоянно будет сейчас забрызгивать камеру, конечно. Ну, что теперь? Я уж могу только так вот иногда чистить изредка. Протирать рукой. Ладненько, пока дождит, выключаемся. Если будет поклевка, сделаем включение. Так, друзья, закинул якорь. Почему? Потому что нет никакой возможности. Поднялся ветер. И лодку просто поднимает туда в траву постоянно. В общем, не знаю. Я хотел сначала убедиться, ну, если ловится окунь, если клюет, то потом уже кинуть якорь. Но меньше минуты и меня сплавляют, меня поднимает. В общем, 3-4 попытки плюнул и решил закинуть якорь, потому что рыба себя показала, и окунь, и щука, как бы рыба есть. И минут 10-15 мы на якоре сейчас постоим, обкидаем вот это место и попробуем. Потому что неделю назад здесь поклевки были, рыба здесь была. Я так думаю, она никуда не делась, она тоже здесь стоит. Просто может быть из-за подъема воды, из-за, ну не знаю, вот что-то она выеживается. Покидаем резину, попробуем несколько вертушек. В общем, будем пробовать, несмотря на вот такую вот мерзопакостную погоду. В плаще не промокнем, ничего страшного. Освежатинки, я так думаю, на жарежку мы все-таки половим. Вот поклевочка. Потихоньку. Окунь чуть поменьше, но нормальный окунь. На течении сегодня его не видать. А вот тут вот в Курейке, в тиховоде, уже вторая поклевка была. Поклевка-то не вторая, а поклевок 5 уже было. Берет плохо сегодня. Берет не жадно. Ну, я так думаю, еще не вечер. Щучки 2 тут точно есть. Поклевки были щучьи. Так что мы будем попробовать менять. Это что такое? Опа! Зацеп. Я уж думал, что-то серьезное. Так, ну вот, выглянуло солнышко. Дождевую тучу, вот как мы видим, унесло туда на юг. И хотя кругом еще есть тучи, но пока нормально. А то целый день с утра до вечера, блин. Поливает. Но зато, наверное, грибы пойдут сейчас. Грибы и так уже выросли немало, но весь гриб червивый. Очень много выкидывается. Все грибы червивые. В принципе, можно и сегодня заскочить, посмотреть грибочки.
Мы сегодня не взяли. Мы сегодня взяли только одно ведро отставить. Не будем смотреть. Половим рыбки немножко и хватит домой. Ну вот, прошло минут 15. Поставил блесенку вот такую. И небольшой окушок. Ну, размер, конечно, ни о чем. Возьмем. Если что, собачки у нас тоже рыбу любят. Сварим собакам. Поклевки, конечно, не те, что были неделю назад. Поменял уже белую резину, ставил желтую, вот двойную лягушку ставил, оранжевую. Как бы меняю, тырк-тырк подергивают, но нехотя, как за кончик резины. Вот поставил, сейчас попробую еще пару вертушек. Если, ну, скорее всего, вот, нет, что-то клюнуло. Вот этот более-менее. Вот такие вот, неделю назад вот такие вот окуня здесь ловились у нас на резину, вот на оранжевую, просто на ура. День на день не приходится. Тьфу, тихо ты, тихо будь. Вот, вертушечка у нас работала. Ну-ка еще. Повторение будет, нет? Нет. Бывает случайность, бывает, если 2-3 окуня попадутся подряд, это уже закономерность. А так вот это, может быть, случайно кто-то вот такой смелый выпрыгнул. Вот нет, есть поклевка. Блесенка им понравилась. Блесенка им понравилась. Я неделю назад говорил вам, что вот такая вот блесна. 3 точечки на блесне. Я не помню, как фирма уже, спиннер, не спиннер, не помню. Да неважно. Это у меня подарок от Геннадия Молчанова от тезки. Ну что мы крышкой-то? Она и по весу тяжелая. И не знаю, вот и белый цвет есть, и желтый цвет в этой блесне, и что-то рыба притягивает, и она иногда выручает ситуацию. Вот сейчас мы 2 окуня подряд мы уже поймали. Вот такая вот блесенка. Сердцевина типа золотая, желтый крючок, белый лепесток с 3 точками. Крутит хорошо. Самое главное, рыба на нее ловится. Вот сейчас попробуем. Может быть, щучка возьмет. Вроде крутит. Оп, есть. Есть. Сразу была поклевка, сразу сход и опять сразу поклевка. Вот так что, я говорю, бывает иногда и 150-рублевая блесна работает не хуже 650-рублевых. Так. Ну давай, щучка. Я знаю, что ты здесь. Твой выход. Не хочет. Хотя она есть. Вот здесь она. Сейчас мы ее поймаем. Вот тут вот. Да, она была там. И по-любому она никуда оттуда не ушла. О! Так, что это у нас? Что-то добренькое. Ах, ушла. Что-то ушло. Что-то было хорошенькое, тяжеленькое. Исход. Ну-ка еще разок.
Все, желающих больше пока нет. Так, у нас еще одна поклевочка на блесенку. Мелкий окунь, конечно. Не сравнится. Неделю назад мелочи вообще не было. Там пару штук, может быть, зацепилось, и все, окунь был весь крупный. Сейчас что-то помельчал он. Давайте попробуем вот такую мышечку. Двойник, мышка, типа не зацепляйки. Плавающая мыша, плавающая мыша. Ох, как далеко летит, хорошо. А чем черт не шутит? На поплавок же они кидаются, блин. Может быть, и на эту мышку поведутся. Опа. Повелась. Опа. Опа. Ушла. Сработала мыша белая. Но, к сожалению, не зацепилась. Но поклевка была. Все. Прокусила мыша. Щука мышу. Сразу же. Вот так вот. Не зря говорят, надо пробовать на все. Опа. Еще поклевка. Ну, чтобы щука попалась, зацепилась, ей надо... Опа, еще. Вот давайте подсечку сделаем. Нет, она в зубах держит. И смотри, как работает белая мышка-то у нас. Только, вон, вся уже искусанная. А на двойник не попадает. Она в зубах ее держит. Но работает каждый заброс, поклевка. Вот я вам еще говорю, щука здесь есть, надо найти к ней подход. Вот мышку она, оказывается, любит. И в разных местах поклевки, и то тут, то там. Но мышка у нас уже не плавает. Мышка у нас уже тонет. Потому что ее уже сразу порвали. Одна такая неплохая щучка. Около килограмма, наверное. Три заброса, 3 поклевки сразу. И все. Поняли, раскусили. И на этом все. Ну, покидаем. Потому что здесь нашу мышку щуки видели, а вот там ее еще не видели. Так что покидаем, друзья. Я так думаю, что-нибудь, да все равно. Брать-то она берет, видишь, крючки спрятаны, и она не попадает на крючок. Так, мышку у нас раскусили, раза 3-4 прокусили, и все. Попробуем вот такую вот резиновую щучку. Как-то в свое время она очень хорошо тоже работала. Но она тяжелая, тонет, и как бы надо быстрее крутить, иначе что-нибудь она обязательно зацепит на дне. Она очень хорошо работала в свое время на глубинах, на вертикальной проводке. Вот за травой вот так вот бывало, вот так вот играли. И она работала. Леска, помню, была 0,5. Вот такие вот зубовые спиннинги крокодилы. Вот один живой, второй утопил. И на такую вот приманку щука хватала на ура. Исходов было очень и очень мало, потому что там сверху огромный крюк, а снизу тройник. Как-то ударило, не знаю что, я так думаю, или здоровая щука, или что, я даже не видел. Там просто
разогнула заводное кольцо. Ну, сегодня эту щуку тоже никто не хочет. Друзья, попробуем на самодельную блесенку. Это ручная работа. Сергей Башко, донбасская вертушка, сделанная своими руками. Вот такая вот лепесток, груз свинцовый, шарики и тройничок. Это ручная работа, Серега мне отправлял. Сейчас попробуем, что скажут наши печорские щуки или окуни на эту приманку. Такое они точно не видели здесь в этом году. Прошлый год я немножко половил на нее. Пробовать надо на все, потому что, как мы видели, рыба здесь есть. Рыба не хочет есть. Надо просто найти ту приманку, которую она захочет есть, и все. Так, Серегину вертушку тоже никто не захотел пробовать. Попробуем вот такой вот трехсоставной воблер с шариком. Красивый. Он у меня уже лет 15. Иногда тоже спасает ситуацию. Плавающий. Так что попробуем. Очень красивая игра у этого воблера. Глубина здесь небольшая. И вот так потихонечку будем, имитируя раненую рыбку. Если они клюнули на мышку, то я так думаю, на эту рыбку тоже должны клюнуть. Ты смотри, я почему-то думал, поклевка будет сразу. Ладно, попробуем потише проводить. Потише сделаем проводочку. Оп, есть. Что-то клюнуло уже. Вот, это щука. Вот так вот. Я говорю, надо подобрать просто снасть рабочую. Так, ну что там, где-то там, где-то там, опачки, вот именно, есть, и сошла, вот такая вот колбасочка. Так, надеюсь, видно, да? Тихо, бойтесь. Поздно, батенька. Вот такая вот хулиганка. И тебя мы закроем крышечкой, потому что знаем мы ваших попрыгунчиков. Ну вот, сработал мой воблерок. Сейчас я вам покажу ее поближе. Так. Вот такой вот трехсоставной воблер. Снизу тройничок, сзади тройничок. Глазки, все как натуральная рыбка. И вот она плавает. И вот. Очень интересная у нее игра. Так, ну что, одну зубастую мы выловили. Сейчас попробуем выловить и остальных. Тут их штуки 3. Они показали себя. Я так думаю, если клюнула одна, клюнут и другие. Глубина здесь небольшая. Сверху они видят не хуже, чем сбоку. Я так думаю, мы сейчас что-нибудь да еще поймаем, наверное. По крайней мере, клюнуть должны. Вот там вторая вот дальше вот так летит хорошо, особенно по ветру.
Ждем поклевок. Я так думаю, они будут. 10 забросов, все равно одна поклевка должна быть. Тихо, 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 будь. Ну вот и окунь у нас прямо выпрыгнул с воды. Камера была выключенная. И сбоку вот в щечку забагрился. Так что у нас воблер и на окуне хорошо работает. Вот здесь вот я вот просто тащил по поверхности, думал, прыгнет щучка. Вот так вот сверху прямо. А прыгнул окунь. Так что, возможно, и здесь на нашу мышку прыгали окуни. Вот здесь вот. Я думал, что это щуки. Из-за этого и не зацепились на двойничок. Сейчас раз 10 кинем и попробуем достать удочку. Так, давайте попробуем на балансир. Правда, хвостик балансира, пол хвостика обломано. Ну, попробуем. Иногда бывает вот так вот в отвес окунь берет. Но это надо на свале, вот где мы утром тогда ведро окуня поймали, вот там, я думаю, она будет работать. А так что-то не хочет. Так, ну что, попробуем удочку. Обыкновенная поплавковая удочка. 10 грамм поплавок, 8 грамм оливка, джиголовка и твистерок желтый. Пока без подсадки. Пока без подсадки. Попробуем сначала так. Если поклевок не будет, нацепим окуневый глазик. Неделю назад мы поймали щуку. Дома взвесил. Я думал килограмма 2. Потом сказал кило 700 точно. Дома взвесил кило 750. Вытащил на удочку. Все обошлось, не перекусило. Пока тишина. Сегодня даже и удочку не хотят. Так, нацепили окуневый глаз для запаха. Посмотрим, что сейчас скажет. Как правило, при подъеме воды аппетит у рыбы пропадает. Но бывают моменты, у меня лично было уже несколько раз, даже много раз. Если найти подход, то можно ловить и при подъеме воды неплохо. Вот мы и ищем. Вон уже почти весь арсенал уже пробовали. Что-то да что-то поймали. Но рыба выделывается сегодня. Поймали на удочку полосатика. И все-таки он клюнул. Не сразу, но вот здесь вот. Давай попробуем еще. Нет, но все-таки находится смельчак, который
который клюнет. Но их немного. Только выключил камеру. Он как будто ждал, когда я выключу камеру. И сразу последовала поклевка. О, еще вроде что-то клюнуло. Да-да-да-да. Нет. Не клевала, совсем перестала. Ну и бог с ним. Где-то минусы, где-то свои плюсы. Минус то, что вообще прекратились поклевки. Ну, возможно, закончилась рыба, но это навряд ли. Просто не хочет брать. Вода прибывает. Ну а плюс это то, что перестала поливать и погода потихонечку начала восстанавливаться. Так что пойдем Чайковского, поднимаем якорь и попробуем выйти на течение. Может быть, нас будет потихонечку сносить, и попробуем обкидать вдоль берега. Попробуем соблазнить какую-то щучку на воблер. Удочка не работает. Тут два варианта: или мы сплавляемся, пробуем щуку или крупного окуня. Второй вариант: ищем малька и ловим окуня. На малька, я так думаю, окунь ловиться все равно должен. Но скорее всего я выбираю первый вариант. Немножко посплавляемся. Если никакого результата не будет, поедем на перекат и попробуем половить хорюс. Что-то надо пробовать, что-то надо менять. На жареху рыбу мы сегодня поймали, но в ведре еще место есть. В общем, история повторяется все точно так же, как и неделю назад. Единственное, что неделю назад у нас поклевало, половилось, а сейчас что-то не очень. В общем, поклевки были так себе. Позвонил Ромка и сказал, что едет в деревню. Нужны QR-коды, чтобы получить товары, которые я заказывал в Альберисе, на Озоне. А интернета здесь нет. Вот. В общем, едем опять в зону интернета, чтобы снять скриншот и отправить Роману. Роман едет в деревню на пару дней. Завтра, послезавтра что-нибудь сделаем полезное. Ну а пока едем в зону интернета. А до вечера мы еще порыбачим. Не здесь, так в другом месте. Просто вот здесь вот такие прекрасные места. Как-нибудь в другой раз. Сюда мы обязательно еще приедем. Некоторые уже летают, некоторые еще нет. Вот. Три утенка взлетели, а двое остались. Через 3 недели открывается охота. К тому времени, я думаю, уже вся утка встанет на крыло. Так, ну что, в зону интернета мы приехали. Отправили QR-код. Ромка получит. Ну вот, смотрите, что идет. Идет с шумом. Вон, метров 300-400. Вот белая полоса, видите, да? Это идет сюда ливень. Так что прячем все, что может намокнуть. И будем мокнуть сами. В плаще сильно не промокнем, надеюсь. Но лучше
приготовиться. Сейчас начнется. Мало нас поливало и решила вообще залить. Из-за поворота вон с шумом идет. Ладно, сколько успеем, хоть пару раз да закинем. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Первый заброс пустой. Нацепил еще мушки. Ох ты, ох же ты, ох же. Что, будем ловить под дождем. Под дождем, под дождем. Туда смотришь на север. Отличная погода, солнышко. А туда вот оно идет. Вижу радугу. И вижу ливень. Просто стеной идет сюда. И неудивительно, что не ловится. Вот первые капли. Одеваем капюшон. Вот они, первые капли. Смотрите, как приходит ливень. Как неожиданно. Вон, капельки, капельки. И чем ближе ливень, тем выше радуга. Но помню я года 2 назад такую ситуацию, когда прошелся просто страшный ливень. Вышла радуга. Мы хотели уже ехать в деревню, но остались. И просто был отличный клев щуки. Так что подождем мы этот ливень. Все, началось. Так, поджопник надо спрятать, чтобы не мог просто так. Вот так. Все, теперь мы готовы. Теперь мы готовы. Что-то блеснуло. То ли щучка, то ли окунь, я не понял. Все. Чем ближе ливень, тем выше радуга. Вон, видите, да? Полностью теперь мы видим. Я не знаю, видно ли вам. Но вот и полностью она вышла. Вот она, радуга. И прямо я вижу, как радуга заходит в реку. Вот здесь. Опа, еще и сверкает. Ёшкин кот. Радуга, и вот. А еще и гроза. Вот это нежелательно бы, конечно. Если сейчас шандарахнет в мою лодку, приятного будет мало. Лодка хоть и пластиковая, но в руках у меня спиннинг может сыграть как антенна. Так что давайте, друзья, пока лучше выключимся, переждем этот ливень. И потом уже попробуем половить. Ох, грибочки-то пойдут. Была поклевка. Включил камеру. И как только она включилась, сразу же сход. Так что поклевку мы увидели.
Рыба здесь есть. И рыбе там ни хрена не сыро. Там у них всегда хорошая погода. Так, ну что, тучка вот она прошла. Дальше вроде бы чисто. Дальше вторая тучка там дальше. Но пока вот. Немножко успокоилась. 10 минут ливня. И немножко сырые ноги только по плащу стекало, а сам сухой полностью. Поклевок нет. Ну, у нас пару часов времени еще есть, так что мы еще покидаем. А вдруг? Вчера отремонтировал спиннинг, нацепил тюльпан на кончик. Ну, видать, что-то сделал не так. В общем, мой тюльпан опять обломился. И он теперь просто еще и мешает до кучи. А убрать его, это значит, надо развязывать поводок, развязать две мушки, что я нацепил. Короче, долго и муторно. Пусть вот так вот болтается. Оп, оп. Нет. Пробую сначала вот на такой воблер опять же. Потом нацепим резинку, вертушку и все. Была надежда на вечерний клев. Но что-то не хочет. Пару забросов и попробую еще на удочку. Как-то мы здесь неплохо резвились на удочку. С Иваном Григорьевичем мы здесь ловили по 2-3 окуня. Целую бочку. Не бочку, а за день 60 литров мы надергали с ним окуней. Также было две мушки. Блесна, резина, брало все. Григорьевич даже на зимнюю удочку рыбачил, чтобы быстрее было. Прямо из-под лодки дергал. Это было конец августа. Сейчас начало августа. Ну что ж. Видать, подъем воды сказывается. Ладно, подождем. Еще одно место осталось непроверенным. Но не знаю, если успею до темноты. Если поклевок здесь не будет, съездим туда еще. Но мне кажется, места меняй, не меняй, смысла нет, наверное. Рыба просто не хочет жрать. Она что-то, видать, с давлением у нее. Перемена погоды дает о себе знать. Если днем еще поклевки были, то к вечеру они вообще перестали. Так, еще один полосатик соблазнился. На этот раз на блесенку. В общем, царапаю по одной. Один здесь, один там. Ждем вечернего клева. Вместо вечернего клева одиночные поклевки. Никакого постоянства нет. Но до последнего не теряем надежды. Придется ехать по темноте. Все-таки мы переехали на то место, куда хотели ехать. И вот третий заброс и поклевочка. И кто там? Окунь. Вот такой вот полосатик. Не теряем надежды на вечерний клев. Немножко времени еще у нас есть.
взял на середине почему-то возле травы. Не захотел. Что, тоже один, что ли? Узнаете, да, место? Место грибное, место рыбное. Ну, главное попасть на клев.